Мои коллеги, мы начинаем наш вебинар, посвященный проектированию адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Вебинар проведем мы вдвоем, я Новикова Ирина Дмитриевна и Наталья Александровна Савенко. Вебинар наш будет состоять из двух частей. Первая часть будет посвящена нормативно-правовому сопровождению образования детей с ОВЗ, а вторая часть будет посвящена конкретно рекомендациям по разработке АОП. Вот эти две части взаимосвязаны, и первая часть, нормативно-правовое сопровождение обучения и воспитания детей, она очень важна. Простите, я, может быть, немножко буду кашлять. Несомненным достижением нашего образования на современном этапе стало решение проблемы обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья. И все мероприятия, которые проходят в рамках данного вопроса, базируются на многочисленных документах как международного, так и федерального права. В первую очередь мы базируемся на Конвенции о правах ребенка. С учетом этой конвенции и на основе Конституции Российской Федерации был разработан федеральный закон об образовании в Российской Федерации. И вот эти три документа стали базой для разработки федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. В основе нормативно-правовых документов заложены принципы, которые и определяют обучение и воспитание детей дошкольного возраста. Первый принцип очень важный – это принцип уважения личности ребенка. Следующий принцип – это принцип поддержки разнообразия детства. То есть какой бы ни был ребенок, детство на данном этапе его жизни – это очень важный промежуток, который нужно, в ходе которого и ребенок реализует свои личностные возможности. И, конечно же, в основе всех федеральных документов, посвященных системе образования и развития, лежит гуманистический характер нашего образования. Все системы образования реализуют образовательные программы. И вот это понятие «образовательная программа» является основополагающим, потому что затем от этого понятия формируются такие понятия, как программа общеобразовательная, программы дополнительного образования, программа профессионального образования. То есть все эти программы являются разновидностями образовательных программ. И образовательная программа представляет собой комплекс основных характеристик образования, в которые входят объем, то есть какое количество часов на каждом уровне образования ребенок должен посвятить изучению окружающего мира. Это содержание, то есть чему мы будем учить детей. И обязательно планируемые результаты, то есть чем закончится процесс обучения и воспитания ребенка на данном этапе. Образовательная программа – это государственный документ, который принимается на уровне образовательной организации, и поэтому в нем прописываются также организационно-педагогические условия или, например, формы аттестации, если это предусмотрено работой данной образовательной организации. В образовательные программы включаются также и программы, например, коррекционных курсов, которые вы реализуете в своем образовательном учреждении. Образовательные организации посещают дети как нормативно развивающиеся, или мы говорим здоровые дети, и дети с ограниченными возможностями здоровья. Обратим, пожалуйста, внимание, какого ребенка мы называем обучающийся с ОВЗ. Это ребенок, который имеет недостатки в физическом или психическом развитии,
подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных условий. Здесь нужно обратить ваше внимание на то, что именно психолого-медико-педагогическая комиссия указывает статус ребенка с ограниченными возможностями здоровья. И, например, мы не можем относить к такой категории детей ребенка, например, с сахарным диабетом, или ребенка с нарушениями сердечно-сосудистой системы, или с нарушениями желудочно-кишечного тракта. Такие дети с ограниченными возможностями здоровья вовлекаются в общую систему образования, но для них создаются условия для равного доступа к образованию с учетом их индивидуальных особенностей. Для таких детей создается адаптированная образовательная программа. Программа адаптирована для обучения с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальной адаптации. Обучение в образовательной организации или в детском саду начинается после того, как родители при определении ребенка в детский сад пишут заявление, что на основе рекомендаций ПМПК необходимо создавать определенные условия и разрабатывать адаптированную образовательную программу. Если такого желания родители не изъявляют, если они не показывают заключение ПМПК, то тогда и организация не будет создавать условия для обучения и воспитания такого ребенка. То, что все наши дети имеют право на образование, отражено в статье номер 5 Федерального закона об образовании. Государственные гарантии реализации права на образование в Российской Федерации. Именно федеральными государственными органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления создаются условия для получения без дискриминации качественного образования лицами с ОВЗ, коррекции нарушений развития и социальной адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных педагогических подходов и наиболее подходящих для этих лиц методов и способов общения, в максимальной степени способствующие получению образования определенного уровня. То есть обратите, пожалуйста, внимание на то, что именно федеральными государственными органами, то есть Министерством образования и департаментами, разрабатывается перечень условий для получения образования лицами с ОВЗ, а вот уже органы государственной власти субъектов Российской Федерации, например, Министерство образования, науки, молодежной политики Республики Коми и органы местного самоуправления призваны создавать условия для обучения и воспитания детей с ОВЗ. Нужно сказать, что в федеральном законе имеется очень много статей, которые поясняют, как осуществляется образование детей с ограниченными возможностями здоровья. Нужно сказать, что приступая к разработке образовательных программ, в том числе и адаптированных образовательных программ, нам необходимо строго руководствоваться теми рекомендациями, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, то есть Министерством образования и науки Российской Федерации. При разработке документов, определяющих характер и порядок обучения и воспитания детей, мы должны строго следовать тем рекомендациям, которые перечислены, например, в Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования и в письмах и приказах Министерства образования.
В статье 79 федерального закона указано, что содержание образования детей с ограниченными возможностями здоровья определяется адаптированной образовательной программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации. Но на сегодняшнем вебинаре мы будем говорить только об адаптированных образовательных программах для детей с ОВЗ. То есть в соответствии с заключением ПМПК, где указано, в какой части своего здоровья ребенок имеет нарушение, вот под это и будет разрабатываться адаптированная образовательная программа. Обращаю ваше внимание на следующий нормативный документ, в котором утвержден порядок организации и осуществления образовательной деятельности в дошкольной образовательной организации. Это приказ Министерства образования России от 30 августа 2013 года. В этом приказе в разделе 3, пункте 16, мы с вами прочитаем рекомендации об особенностях организации образовательной деятельности для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Откуда появился термин «адаптированная основная общеобразовательная программа»? Ну, так как дошкольные образовательные организации включены в общую систему образования, то дети, обучающиеся в дошкольных учреждениях, получают тоже общее образование применительно к своим возрастным особенностям. И таким образом у них и программа называется «Адаптированная основная общеобразовательная программа». Повторяю, что есть программы для учреждений дополнительного образования. Там программа будет называться программа «Адаптированная общеразвивающая программа», но не общеобразовательная. В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования в разделе 1, в части 1.8 четко написано, что должно быть, что включает в себя программа. Структуру программы определяется структура программы, условия реализации программы и результат освоения программы. И при разработке АООП мы должны будем ориентироваться обязательно на эти требования. То есть берем стандарт, он у нас имеется и в формате Word, и в формате PDF, и читаем внимательно этот важный государственный документ, потому что ничего изобретать не нужно, все написано в этом стандарте. И в соответствии с заключениями ПМПК в организациях создаются специальные условия для учащихся, для воспитанников с разными особенностями здоровья. Для них в образовательных учреждениях создаются специальные условия, которые позволяют, несмотря на особенности их здоровья, получить соответствующий уровень образования, развить себя, социально адаптироваться. Рассмотрим, какие это условия. Первое, самое важное условие – это разработка образовательных программ. Далее – это наличие в образовательной организации дидактических материалов и каких-либо учебных пособий, которые предназначены для детей дошкольного возраста. Это, конечно же, специальные технические средства обучения для индивидуального или коллективного пользования. Обращаю ваше внимание на следующее условие – это предоставление услуг ассистента, помощника. Если в заключении ПМПК не будет указано, что ребенок нуждается в услугах ассистента, помощника, воспитателя, то тогда образовательная организация не будет предоставлять этих условий. Составным компонентом программы является
является разработка коррекционных занятий, коррекционных курсов. Или это они будут проходить в группах, или индивидуально. Очень важное условие, которое вообще отражает уровень инклюзивной культуры образовательной организации, это наличие доступа в здание организации, которая осуществляет образовательную деятельность. Здание должно быть доступно не только для самих воспитанников, для детей, но также и для их сопровождающих. Ну, все условия в данной статье невозможно было перечислить, но указано, что это могут быть еще и какие-то другие условия, которые определяются уровнем физического развития ребенка, его состоянием здоровья. Организация в статье 79, в части 10, указано, что именно организации, которые осуществляют образовательную деятельность, то есть детский сад, они и будут создавать данные условия. Но им, конечно же, помогать должны органы местного самоуправления. Данная статья отражена также в приказе Министерства образования России об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам, дошкольного образования. Значит, в этом приказе мы выделяем раздел 3 «Особенности организации образовательной деятельности для лиц с ограниченными возможностями здоровья» и пункт 10, который как раз конкретно и касается, дублирует данную часть статьи закона. Как показывает практика, в некоторых детских садах может быть не один ребенок, а несколько детей, и они объединяются в группы. Может обучаться один ребенок инклюзивно, или могут создаваться группы, или же в ряде случаев, как нам известно, создаются детские сады определенного какого-то направления. И данная часть статьи закона, она также отражена в приказе, который я уже называла, только пункт будет 13. Сейчас в настоящее время выделены группы обучающихся с ОВЗ. Еще раз повторяю, что здесь нет детей с сахарным диабетом, пороками сердца, гастритами и другими соматическими заболеваниями. Но нужно сказать, что данный список детей пополняется. То есть, например, вот выделены дети отдельно, не просто слабовидящие, а дети, которые имеют функциональные нарушения зрения, например, дети с косоглазием и амблиопией. Так, или вот, например, среди детей, которые слабо слышат, выделяют группу детей, перенесших кохлеарную имплантацию. То есть это указывает на то, что для таких детей тоже нужно создавать специальные условия. Еще раз повторю, что в федеральном стандарте в разделе 2 требования к структуре образовательной программы и ее объему, но еще раз указывается, что в структурных подразделениях в одной организации могут реализовываться разные программы. То есть могут быть программы для детей, например, нужно указать, что адаптированные основные общеобразовательные программы для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, для детей с задержкой психического развития. Программа разрабатывается и утверждается организацией самостоятельно, в соответствии с настоящим стандартом и учетом примерных программ, которые рекомендованы и размещены на федеральном сайте реестр программ. Также нужно обратить внимание на другие пункты данного раздела 2.6-2.13, где и перечисляются все требования к структуре основной образовательной программы. И про эти требования потом и будет рассказывать Наталья Александровна.
В письме Министерства образования Российской Федерации, Департамента общего образования, комментарии к федеральному стандарту дошкольного образования, еще раз повторяется, что в образовательной организации могут воспитываться дети с различными нарушениями состояния здоровья, и таким образом одна образовательная организация может реализовывать разные образовательные программы. И каждая программа утверждается организацией. И таким образом получается следующая картина, что вот, например, у директора образовательной организации имеется папка, вот это федеральный государственный стандарт, вот это вот примерная образовательная программа для таких-то детей, а это вот адаптированная образовательная программа для данной категории детей в данном образовательном учреждении. То есть вот такая вот серия документов рекомендуется для того, чтобы для полноты реализации требований стандарта и закона об образовании. Далее, для того, чтобы реализовывать все условия и программы, конечно же, нам необходимо соблюдать различные требования, которые также четко изложены в разделе 3 Федерального государственного образовательного стандарта. Это требования к психолого-педагогическим условиям, кадровым условиям, материально-техническим условиям и финансовым условиям, а также к развивающей предметно-пространственной среде. Условия реализации, сама программа рекомендуется, чтобы она реализовывалась на фоне эмоционального положительного благополучия, положительного отношения детей к миру, к себе и к другим людям. И реализация программы будет обеспечивать развитие детей в самых различных областях: социально-коммуникативной области, познавательной, речевой, будет способствовать художественно-эстетическому и физическому развитию личности. Все эти направления также четко прописаны в стандарте. В федеральном законе статья 48 указывает на обязанности и ответственности педагогических работников. То есть педагогические работники любой образовательной организации, общеобразовательной или дополнительной, обязаны учитывать особенности психофизического развития детей и состояние их здоровья, и соблюдать те специальные условия, которые необходимы для получения образования детьми с ОВЗ. Таким образом, в целях эффективной реализации программы создаются условия для регулярного систематического повышения профессионального развития педагогических и руководящих работников. Обеспечивается консультативная поддержка педагогических работников и родителей по вопросам образования и охраны детей, в том числе и инклюзивного образования. Стандарт является не только рамочным таким документом, в котором определены содержание профессионального образования и направления по повышению профессиональной квалификации педагогических работников, но стандарт является также основой для проведения аттестации специалистов, которые работают в образовательных организациях. Мы, конечно же, и на это обращает внимание Центр аттестации педагогических работников. На слайде представлены нормативные документы федерального уровня, в которых как раз вот и перечислены те основные понятия, те рекомендации, которые необходимо использовать при разработке адаптированной основной общеобразовательной программы. Все документы легко доступны на сайтах, и нужно тщательное их изучение, оно поможет вам в разработке документа
И вы таким образом сможете понять вот эту вот систему, эту преемственность, которая выстраивается, начиная с международного уровня, затем вот уже раскрывается законы об образовании, федеральном государственном образовательном стандарте, и завершает вот эту вот слайдовую презентацию вот такая вот маленькая рабочая программа воспитателя, которая не является, конечно же, адаптированной основной образовательной программой, но вот посмотрите, эта программа разрабатывается на основе федерального государственного стандарта. Федеральный стандарт, он разработан с учетом федерального закона об образовании. Федеральный закон об образовании отражает Конституцию Российской Федерации, а Конституция Российской Федерации разработана с учетом международных нормативных документов, которые касаются защиты детства и здоровья наших детей. Если у вас возникли какие-либо вопросы, вы сможете их задать в чате, а после того, как Наталья Александровна закончит свою часть выступления, уже если появится вопрос, адресованный мне, мы ответим. Так, пожалуйста, Наталья Александровна. Добрый день, уважаемые коллеги. Итак, с нормативно-правовыми документами и различными формулировками основных понятий вас познакомила Ирина Дмитриевна. Мы же с вами коснемся непосредственно разработки адаптированной основной программы для детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях реализации дошкольного образования. Итак, адаптированные основные образовательные программы. В настоящее время в реестре основных образовательных программ Министерства образования и науки Российской Федерации утверждены и размещены основные адаптированные программы для дошкольного образования всего лишь для 7 категорий воспитанников с ОВЗ. Это слепые детки, слабовидящие, дети с амблиопией и косоглазием, дети с тяжелыми нарушениями речи, дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата, дети с задержкой психического развития и детки с нарушением интеллекта. Все эти программы вы можете найти по ссылочке, представленной на слайде, в реестре основных общеобразовательных программ Министерства образования Российской Федерации. Данные программы могут послужить вам основой, то бишь базой или фундаментом для разработки АОП в самом дошкольно-образовательном учреждении. К сожалению, для 3 категорий воспитанников адаптивные образовательные программы, такие как глухие дети, слабослышащие и детки с РАС, в настоящее время не занесены в реестр образовательных программ и находятся только лишь на стадии рассмотрения. И рассматриваются они только как примерные программы, то есть они не утверждены, но как основа могут послужить для разработки адаптированной программы в дошкольно-образовательном учреждении. Итак, что же такое адаптированная программа? Да? Основа для разработки все же является обычная программа, но программа, которая может быть основой для разработки АОП по нозологии. То есть ваша обычная образовательная программа дошкольного учреждения является базой, основой для разработки адаптированной программы в ДОУ. Любую АОП разрабатывает образовательная организация совершенно самостоятельно. Следует обязательно не путать между собой 2 понятия, такие как адаптированная образовательная программа и адаптированная основная образовательная программа. Они немножечко разные. В чем разница? В группе детского сада, если находится один ребеночек с ОВЗ, или в дошкольном учреждении находится один ребеночек с ОВЗ, то дошкольное учреждение в таком случае разрабатывает адаптированную образовательную программу на основе общей образовательной программы ДОУ.
Если же в детском саду находится группа детей со схожими нарушениями, со схожей нозологией, ну, например, это группа детей с нарушением речи или группа детей с нарушением опорно-двигательного аппарата и так далее, то тогда для целой группы детей пишется адаптированная основная образовательная программа, по которой будет работать вся группа детей, находящихся в дошкольном образовательном учреждении. И следует об этом, конечно же, помнить. Обязательные шаги для подготовки к проектированию программы при наличии детей с ОВЗ в образовательной организации, вне зависимости от вариантов обучения, следует, естественно, в первую очередь это проанализировать наличие и качественный состав контингента детей с ограниченными возможностями здоровья в ДОУ, выявить их особые образовательные потребности и обязательно просмотреть, есть ли рекомендации по МПК у тех детей, которые посещают дошкольное образовательное учреждение. Далее. Следует изучить имеющиеся программы обучения и воспитания детей с ОВЗ в соответствии с контингентом на предмет соответствия их целевых ориентиров и содержания с требованиями ФГОС дошкольного образования. То есть мы с вами можем обратиться к тому самому государственному реестру и изучить те программы, которые уже там представлены, а они в свою очередь могут послужить вам фундаментом для разработки адаптированной программы в ДОУ. Далее следует обязательно познакомиться с уже вот этими программами, и, возможно, вы сможете использовать уже эту готовую программу в своем дошкольном учреждении, адаптировав ее лишь под свое учреждение, не разрабатывая каких-то дополнительных новшеств. Далее. Хочется сказать немножечко об индивидуальном подходе. Важно помнить, конечно же, что любая адаптированная образовательная программа разрабатывается только в соответствии с рекомендациями ПМПК. Если у вас, у ребенка в дошкольном учреждении нет рекомендаций от ПМПК по его индивидуальному обучению с какими-либо направляющими, то тогда нет и программы адаптированной. То есть в таком случае, если ваш ребенок пришел в ДОУ без программы ПМПК, без согласия родителей на специализированное обучение, то в таком случае нет разработки АОП. То есть для таких детей программа не разрабатывается. И такие дети обучаются по общей программе образовательной в дошкольном учреждении, которая написана для всех детей. Далее. Очень важно обратить внимание, например, на то, что если ДОУ посещает группа детей, которым по МПК рекомендованы адаптированные образовательные программы обучения, то тогда для каждой группы конкретно разрабатывается своя программа. Например, если в группах находятся, допустим, только детки с задержкой психического развития, то разрабатывается одна образовательная адаптированная программа для всей конкретной группы с данной нозологией. Не надо для конкретного ребенка в таком случае разрабатывать программу. Разрабатывается общая на все количество детей. Далее, разработка любой АОП осуществляется с учетом рекомендаций по МПК. Но если у вас ребенок с инвалидностью, то учитываются рекомендации индивидуальной программы реабилитации такого ребенка. Далее, разработка и реализация любой адаптированной программы осуществляется поэтапно. Итак, рассмотрим этапы. Первый этап – это этап аналитический, первичный. То есть для того, чтобы разработать программу в
В первую очередь мы рассматриваем условия, созданные в образовательном учреждении для реализации адаптированной программы, условия, определенные в ФГОС, то есть это материально-технические, кадровые и так далее. На первом этапе, на аналитическом, формируется и утверждается приказом руководителя рабочая группа по разработке адаптированной программы. Далее утверждается порядок разработки и корректировки адаптированной программы в образовательной организации. За порядком разработки и корректировки должен быть закреплен локальным актом, то есть должно быть разработано положение о разработке адаптированной основной образовательной программы. Тот, который позволит упорядочить работу педагогам посредством четкого разъяснения в его содержании структуры адаптированной программы, порядка ее разработки, порядка его реализации, его корректировки в случае необходимости. Далее, второй этап. Это формулировка цели образовательной программы, а также формулировка ее содержания, то есть что будет входить в данную программу. То есть цель определяется, исходя из особенностей психофизического развития той или иной категории детей. То есть цели определяются, исходя из того, какой контингент детей у вас посещает дошкольное образовательное учреждение. Если это группа детей с ЗПР, то это будут одни цели. Если это дети, допустим, с нарушением ОДА, то это будут совершенно другие цели у адаптированной программы. Далее, цели должны быть конкретными и реалистичными, то есть они должны быть достижимы для тех детей, для которых вы пишете эту программу. Далее, на этом же этапе определяется само содержание программы, предполагаемые результаты освоения программы на каждый год обучения. Если вы пишете программу на год, то значит на конец года. Если вы пишете программу на 2 года, значит на каждый год определенные цели, те, к которым вы приходите, определенные результаты. Далее, прописываются методы, формы реализации программы. И на этом же этапе проходит согласование программы на педагогическом совете. Далее, третий этап – это реализация той самой образовательной программы, которая будет осуществляться с обязательным сопровождением специалистов. То есть в программе должно быть указано, какие специалисты будут сопровождать разработанную вами программу. Такие как, например, психолог, логопед, дефектолог, специалист по ЛФК и так далее. В соответствии, естественно, с рекомендациями по МПК, которые были прописаны при попадании ребенка в ваше дошкольное образовательное учреждение. Четвертый этап – это аналитический этап, вторичный уже. То есть на четвертом этапе у вас будет происходить оценивание эффективности реализации вашей программы, исходя из результатов анализа качества образования, достижений ребенка при освоении образовательной программы. Также на данном этапе конкретизируются отдельные направления программы, определяется возможность снижения или повышения требований, предъявляемых к освоению программы по данной категории детей. Далее. Адаптированная образовательная программа всегда разрабатывается только на основе примерной основной образовательной программы. То есть, если у вас в дошкольном учреждении, а она у вас и есть, образовательная программа, то на основе данной программы разрабатывается адаптированная основная образовательная программа для категории детей, посещающих ваши дошкольные учреждения. Данная программа будет состоять из нескольких разделов. Первый – это целевой.
второй – содержательный и третий – это организационный. Сейчас мы с вами рассмотрим каждый отдел по отдельности. Итак, первый включает в себя следующие компоненты. Это обязательно пояснительная записка, то есть целевой раздел обязательно включает в себя пояснительную записку, цели вашей программы, задачи, через которые будут реализовываться поставленные цели, и обязательно планируемые результаты освоения обучающимися. То есть те результаты, которые вы можете увидеть впоследствии реализации этой программы. Следует обратить особое внимание, что в адаптированной основной образовательной программе результаты освоения обучающимися, то есть планируемые результаты, должны быть представлены в виде целевых ориентиров. И спецификой этих ориентиров является особый подход к формулированию предполагаемого результата с учетом психофизического развития детей. Кроме того, в целевые ориентиры определяются еще и для раздела коррекционной работы, который тоже входит в адаптированную программу. Далее. Система оценки достижений планируемых результатов определяется, естественно, с помощью психолого-педагогической диагностики освоения образовательных областей, то есть тех целевых ориентиров, которые вы вначале пропишете. В дошкольном образовании, естественно, целевые ориентиры будут в направлениях, которые существуют в ваших образовательных программах. То есть это те области, которые осваивают дети в процессе обучения и воспитания в дошкольном образовательном учреждении. Социально-коммуникативное развитие, познавательное, речевое и так далее. Единственное, чем отличаются данные целевые ориентиры от поставленных задач, это обязательные условия, где диагностику развития детей в данных ситуациях проводят специалисты узкой направленности. Например, логопед может проводить диагностику в речевом развитии и так далее, дефектолог, психолог, то есть те специалисты, которые будут включены в реализацию основной адаптированной программы дошкольного учреждения. Далее. Программа должна обязательно содержать содержательный компонент. В содержательный компонент входит содержание самой работы по 5 образовательным областям, которые сейчас реализуются во всех дошкольно-образовательных учреждениях. Естественно, что обязательным компонентом будет программа коррекционной работы. Та самая программа, которая будет разрабатываться с учетом возможностей детей с ОВЗ. Это будет вариативная часть программы, так как в нее будут включаться различные направления работы узких специалистов. Также в содержательном разделе обязательно определяется основное содержание работы с родителями, так как родители в любом случае являются полноправными участниками образовательных отношений. Тем более, если ваше дошкольное образовательное учреждение посещает ребенок с образовательными потребностями, с ограниченными возможностями здоровья. Далее. Организационный раздел. В организационный раздел включаются различные направления, такие как описание организации образовательного процесса, то есть как будет организовываться образовательный процесс, организационные условия, психолого-педагогические условия. Естественно, будет расписано примерное ежедневное время, необходимое на реализацию программы, то есть включая время для непосредственной образовательной деятельности, для образовательной деятельности, осуществляемой в режимных моментах и так далее.
Далее сюда же будет включаться и взаимодействие с семьями детей, материально-техническое обеспечение, обеспеченность методическими материалами, средствами обучения и так далее. То есть все то, что необходимо для реализации программы по обучению ребенка. Далее. Небольшие разъяснения я вам дала по образовательной программе, по адаптивной образовательной программе. С нормативно-правовой базой, на которую может основываться разработка адаптированной основной образовательной программы в дошкольном образовательном учреждении, вас познакомила Ирина Дмитриевна. Сейчас же мы с вами просмотрим небольшой план-проект адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. То есть, как примерно может выглядеть та программа, которую вы будете разрабатывать у себя в дошкольно-образовательном учреждении. Итак, первое – это общие положения. То есть, что входит в общие положения, касающиеся порядка разработки адаптированной основной образовательной программы в дошкольно-образовательном учреждении. Первое, естественно, это основание. На каком основании, на основе каких нормативно-правовых документов была разработана ваша программа. Далее, расписывается порядок разработки программы, то есть условия и так далее. Далее, определяется характеристика образовательной программы в дошкольном учреждении. Следующее, это мы определяем категорию детей с ОВЗ, для которой конкретно в данном случае будет разрабатываться адаптированная основная образовательная программа. Как мы уже с вами касались и говорили, что, допустим, если у вас есть группа детей с ОДА, то это, естественно, будет разрабатываться программа на всю категорию данных детей. Если у вас в дошкольном учреждении один ребеночек, то, естественно, мы разрабатываем программу для данной категории. Но не забываем, что обязательно с учетом заключений ПМПК. Вот основные направления. Далее, это обязательные документы для разработки. Как мы уже и говорили, это заключение ПМПК, на основе которого мы разрабатываем образовательную программу. И если это ребенок инвалид, то ИПР инвалида. Потому что, разрабатывая программу, мы обязательно будем основываться на те возможности, которые в данный момент у ребенка есть. Следующее. Мы обязательно должны прописать и учесть те документы и материалы для разработки образовательной программы, которые нам будут необходимы. Далее. Мы разрабатываем направление деятельности по адаптации основной образовательной программы. То есть основой для любой адаптированной общей образовательной программы является обычная общеобразовательная программа дошкольно-образовательного учреждения. Далее, структура. Сама структура образовательной программы состоит в первую очередь, естественно, из титульного листа, на котором расписаны основные направления, из целевого раздела, содержательного раздела и организационного. Далее мы с вами сейчас рассмотрим более подробно данные направления. Итак, титульный лист. Вам представлен примерный разработанный титульный лист, как он должен выглядеть, то есть каким образом его заполнить. Нужно не забывать, что обязательно в правом верхнем листу угла дается информация, кем, когда была принята данная основная программа, кем была утверждена данная программа. Обязательно
В центральной части титульного листа делается полное наименование, что это адаптированная основная образовательная программа для детей и указывается обязательно категория тех детей, для которых разработана программа. Далее обязательно указывается, какого учреждения, то есть МБДУ или МОУ и так далее и тому подобное. Далее внизу обязательно указывается автор-составитель или авторы-разработчики, или это может быть группа творческая, да, разработчиков данной программы с перечислением, естественно, фамилия, имени, отчество и кто данные педагоги, то есть воспитатели, логопеды, дефектологи и так далее. То есть те разработчики, которые участвовали в разработке данной программы. Для разработки данной программы могут быть и привлеченные специалисты из местного ПМПК и так далее. То есть если у вас есть городское ПМПК, то вы можете привлечь оттуда специалистов в помощь для разработки данной программы. Дальше титульный лист, естественно, также может содержать и другую информацию вашего учреждения. Это может быть и адрес, и телефон, и факс, и электронный сайт и так далее и тому подобное. То есть все то, что будет указывать, что данная программа относится к данному конкретному учреждению. Далее, целевой раздел. Целевой раздел, естественно, будет содержать в себе цели и задачи. Цели, которые ставятся, реализуются через определенные задачи. Далее будет расписана общая характеристика всей той программы, которую вы на данный момент будете разрабатывать. В том числе здесь же будут прописаны все нормативные документы, категории детей, для которых вы разрабатываете данную программу. Примерные или комплексные программы дошкольного учреждения, которые будут включаться для обучения и воспитания детей с ОВЗ по данной программе. Далее обязательно прописываются принципы, подходы и значимые для разработки и реализации разрабатываемой вами программы. В том числе обязательно указываются специальные принципы, подходы, а также психолого-педагогическая характеристика обучающихся с различными возможностями здоровья. Не надо забывать, что при разработке данной программы обязательно следует привлекать узких специалистов, которые смогут вам помочь в данном направлении. Далее обязательно описываются особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ и планируемые результаты освоения программы. Далее обязательно прописывается развивающее оценивание качества образовательной деятельности по программе. Следующий раздел – это содержательный. В содержательный раздел, так как он основной, входит описание самой образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка по представленным 5 областям. То есть те образовательные области, которые реализует дошкольное образовательное учреждение. Следующее. Содержательный раздел содержит в себе описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации адаптированной основной программы с учетом возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей ребенка, а также его возможностей и интересов. Не следует забывать и особых образовательных потребностях. Далее. Обязательно содержится описание взаимодействия взрослых с детьми, то есть взаимодействие педагогов, а также взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников. Также сюда включается программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными возможностями. То есть в содержательный раздел включаются коррекционные программы узких специалистов. Не стоит об этом забывать. Итак, программы, которые будут включать в себя
цели и задачи коррекционной работы, перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных направлений, которые способствуют освоению детьми этой адаптированной программы. Обязательно индивидуальные маршруты и программы, комплексное обследование ребенка или группы детей с определенной носологией, мониторинг динамики развития, систему комплексной медико-социальной поддержки детей и коррекционную работу, рабочие программы узких специалистов и их планируемые результаты, а также механизмы взаимодействия направленности работы, то есть который будет включать в себя как внутреннее взаимодействие, то есть взаимодействие между специалистами в процессе реализации адаптированной программы, также внешнее взаимодействие, то есть взаимодействие специалистов и педагогов с родителями данного ребенка. Далее, организационный отдел. В организационный отдел, естественно, будет входить описание материально-технических условий реализации адаптированной программы, в том числе тех условий, которые необходимы для конкретной категории детей с ОВЗ, а также для детей с инвалидностью, если таковые у вас имеются. Дальше будет прописана обеспеченность методическими материалами, средствами обучения, воспитания, в том числе адаптированными к особым образовательным потребностям детей с ОВЗ и инвалидностью. Допустим, если у вас детки с нарушением зрения, то, естественно, это должны быть специализированно подобранная литература, методические материалы для занятий, чтобы ребеночек мог видеть, понимать и ощущать. Далее, следующее. В организационный отдел входит обязательно характеристика кадровых условий, то есть обязательно прописывается наличие узких специалистов, какие, сколько, соответствие образования и так далее. Обязательно прописывается режим дня данной категории детей, либо, если у вас ребенок один с инвалидностью, то индивидуальный вариант для данного ребенка. Обязательно прописываются требования к организации развивающей предметно-пространственной среды не только в группе, но и в дошкольно-образовательном учреждении и на площадках прогулочных. Далее. Обязательно прописываются особенности проведения традиционных праздников, событий, мероприятий, то есть все то, куда включаются дети с особыми образовательными потребностями. Далее описывается обязательно финансовые условия реализации адаптированной программы. Ну и самое последнее – это условия реализации, то есть указываются особые условия реализации программы, реорганизация, если требуется, архитектурной среды здания, если требуется добавление узких специалистов, а если требуется, то организация медико-социального сопровождения. Как уже и говорила Ирина Дмитриевна, если требуется для ребенка тьютор, то обязательно прописывается, на каких условиях он привлекается, как он будет работать в данной программе. И самое последнее, это, естественно, прописывается порядок рассмотрения и утверждения данной программе. То есть в данном пункте обязательно прописываются все ответственные за разработку данной программы. То есть если вместе с вами совместно разрабатывали программу привлеченные люди, обязательно их прописываем. То есть кто это, специализацию, где работают. Так как мы основываемся на основе разработки на программах, с которыми дети приходят из ПМПК, то обязательно указываем специалистов, которые помогали разрабатывать и разработали эту программу, то есть программу индивидуальной реабилитации.
Далее, обязательно прописываем всех специалистов, которые будут участвовать в реализации этой программы в дошкольно-образовательном учреждении. Следующее. Обязательно указываются сроки разработки. То есть, если вы разрабатываете программу, допустим, в течение летнего периода, то вы пишете, что срок разработки с такого-то по такое-то число в обязательном порядке. Обязательно прописывается период действия адаптированной программы. То есть, если у вас программа разрабатывается на год, то, соответственно, у вас меняются и целевые ориентиры у ребенка. Если у вас разрабатывается на 2 года, соответственно, меняется и в соответствии с периодом действия программы. Обязательно учитывается и прописывается возможность пересмотра программы в ходе ее реализации, потому что могут возникнуть различные вопросы, различные непредвиденные ситуации, когда программу следует пересмотреть, либо ее упростить, либо ее наоборот усложнить, в зависимости от того, насколько дети хорошо будут чувствовать себя в процессе реализации данной программы. Обязательно указать время, дату и так далее согласования и утверждения данной программы. Хочу поблагодарить всех за внимание. Большое спасибо. Если у вас возникнут какие-либо вопросы по данной презентации, по нашему вебинару, пишите, мы постараемся обязательно ответить на все ваши вопросы. Спасибо за внимание.